Железнодорожная отрасль – это становой хребет любой экономики. Ежегодно по железнодорожным артериям Казахстана осуществляется до 60% пассажирских и 70% грузовых перевозок. Но вот проблема. Объемы перевозок растут, а изношенность подвижного состава Казахстан-Темиржолы составляет порядка 70%. И государство решило эту проблему. В 2009 году в Астане был запущен локомотивосборочный завод. Это совместный проект компаний Казахстан-Темиржолы и американского предприятия General Electric. В эфире программа «Вектор развития». Здравствуйте. Новый завод открыл новую веху в истории казахстанских железных дорог. Он изначально был включен в программу 30 корпоративных лидеров. Совместные инвестиции компаний «Казахстан», «Темиржолы» и General Electric превышают 160 миллионов долларов. Причем только 15 миллионов приходится на американскую сторону. Мы остановили свой выбор на компании General Electric как стратегическом партнере, исходя из того, что на сегодняшний день продукт данной компании является лидером в мире компаний транспортного машиностроения. Локомотив, который мы производим по лицензии компании General Electric, эксплуатируется, был полностью адаптирован к условиям эксплуатации на полигоне Казахстана. И тут необходимо отметить, что на сегодняшний день наша машина может удовлетворить требования самого притязательного клиента. Проектная мощность предприятия – 100 локомотивов в год. Есть целая программа. Только за 4 года с конвейера завода должно сойти 409 тепловозов, из которых 291 будет ходить по железным дорогам Казахстана, остальные уйдут на экспорт. Не без гордости на заводе говорят, что в ближайшие 20 лет ни в одной стране СНГ такие передовые тепловозы производиться не будут. На сегодняшний день 4 машины эксплуатируются в Таджикистане, и помимо 4 имеющихся, таджикская сторона заявила о намерениях закупить еще 8 локомотивов. Киргизская республика на сегодняшний день подписала контракт о поставке 5 локомотивов. При этом у нас состоялись переговоры с коллегами из Эстонии, которые проявили твердое намерение о закупе 10 локомотивов. При этом это как бы первая часть контракта, опцион предусматривает поставку еще 5 локомотивов. Нас пригласили коллеги из Латвии. В нашей машине заинтересованы в первую очередь частные компании из Российской Федерации. Но концентрироваться только на выпуске грузовых тепловозов на заводе не намерены. Уже полным ходом идет реализация проекта по налаживанию производства пассажирских локомотивов. И первые 2 должны выйти из стен завода уже в 2014 году. Совместно с нашим стратегическим партнером компанией GE работаем над пассажирским тепловозом, скорость которого будет до 160 км в час, и строительство которого на нашем заводе позволит реализовать программу АО НК КТЖ по сокращению времени нахождения в пути пассажиров между нашими областными центрами, в первую очередь Западом и Востоком. Локомотивный завод – это высокотехнологичное предприятие 21-го столетия. Он не имеет аналогов в странах Содружества. Здесь уникально все. Функционирует собственное проектно-технологическое бюро, собрана мощнейшая команда профессионалов. В этом цехе изготовления рам работает Абильда Кожаев. Он один из немногих сварщиков в стране, который освоил работу на уникальном аппарате автоматической сварки. Работать на нем он обучался в Германии и России. И сегодня свой опыт Абильда Кожаев передает уже молодому поколению.
Этот уникальный автоматический сварочный аппарат под слоем плюса применяется в машиностроительной отрасли. Этот аппарат изготавливает такие вещи, что этот узел, например, да, вот скварневой узел, именно который мы делаем, это стопроцентная гарантия, что она будет служить 40 лет. И качество высшем уровне. Это цех тяжелых металлоконструкций. Именно здесь рождаются каркасы будущих локомотивов. На их создание необходимы сотни килограммов металла и 12 тысяч сварных швов и соединений. На сегодняшний день на заводе имеется порядка 1500 оборудований. Они являются уникальными. То есть у нас обработка металла от самого черного металла до изготавливается до готовой продукции. Здесь у нас лазерные резки, плазменные резки, которые режут металл от 1,5 мм до 200 мм. Аппарат газовой резки металла значительно сократил производство локомотивов. Максимальная толщина металла, которая подается этому аппарату, 100 мм, а работает за ним всего один человек. Локомотивы нового поколения более мощные. Расход топлива сокращен почти на 20%. По скоростным показателям они на 15-20% выше, чем советские аналоги. К тому же они экологически безопасные. Выброс вредных веществ в атмосферу здесь сокращен почти на треть. О таком оснащении кабины локомотивов советские машинисты могли только мечтать. Мало того, что компьютерное оснащение значительно упрощает управление машиной, так здесь созданы комфортные условия для работы самих машинистов. Вот холодильник, электроплита, удобные кресла, система кондиционирования и многое другое. Словом, все то, что значительно упрощает и делает безопаснее работу машинистов. В этом тепловозе заключено порядка 5000 лошадиных сил, грузоподъемность 6500 тонн. Сегодня более чем в 50 странах мира используются локомотивы General Electric. Всего же по железным дорогам планеты колесит 17 тысяч таких тепловозов. Это была программа «Вектор развития». Смотрите нас каждую пятницу в эфире телеканала Хабар. До встречи!